В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Аргун стремительно развивается и в будущем станет еще более современным. Об этом заявил Рамзан Кадыров на открытии многоквартирного жилого дома на 271 квартиру. Жилой комплекс включает в себя 4 подъезда, 8 лифтов, надземную парковку на 250 мест, а на первом этаже расположены торговые объекты. Архитектурный ансамбль гармонично сочетается с обликом центральной мечети города «Сердце матери». Репортаж Лейлы Муртазовой. На торжественное открытие многоквартирного жилого дома собрались официальные лица и жители Аргуна. На мероприятие прибывает глава республики Рамзан Кадыров. Приветствуя собравшихся, мэр города Ильяс Масаев отчитался о проделанной работе и реализующихся проектов. Аргуна шоз юрин эт даяқинер ларме мехда аха шоз туин юрин даватина имосо анвашна кигичана декуш болжан вахижадуч идеги хушаду дерес хлилон тулсонаха тагана дабелхбу белхш округа динвай махкасан тайн соцбатуша терах бюджетный не бюджетный халяча 18 берит миллиард сов белхбуша хот халиқа дешарчвақ округа бинаш терах табеш билгалбаларсон Барх школ ин ялю цатеяшу ши бери бяшин ялю кицатеяшу шит спортивные объекты на кица спортзал берткалатеяшу и библиотекина здравоохранение ришлашина ко паркина дахалер пач аматаж дазват обулдацон центр сайт гектар Yok parkina is общественной территории на цаба хуздрай сайт квартир ела ветте аварийный жилье чернаган переселит бина уж цаба трай ялрит квартиры чу хусмичу датарбина шей рил ашболнах ой фонду амандажица далазват обулдацон. Ильяс Масаев в своей речи подчеркнул, что благодаря руководителю субъекта город стал одним из самых развитых, в котором есть все условия для комфортной жизни. Далее для гостей продемонстрировали видеоролик проектов концепции развития Аргунского городского округа по мастер-плану. Жилой комплекс «Устрада» – это современное уникальное место для комфортного проживания. Переменная этажность варьируется от 12 до 14 этажей. Рамзан Кадыров отметил, что Аргун динамично развивается под руководством мэра города и в будущем станет еще более благополучным и современным. Также добавил, что все эти труды и старания должны цениться. كان يخلو صعدونا متك بوش أدم قيادة دونا شكرت عشي تقويبين إذوابش إتشو داولشنا هردينشن ديل نعطق لآلات سبعش دون أوصل جو قيادين أدم زعين دونا صنع وحديد الصوش بعرض دولش من عامد عشي دالات صوبالوي حلقة بالوين هوقع ويادشكا غالا أكيد طبعاً سنبيدان بيزني بوشلا محبوشان دقيقتين دلوقتي بين مقردان أرجوندان خزل شو أكيد خز ونو كوتش داشتان نه عن أصلش دعوت رشود المولادان دستون دو قبول بعرفش دان ينهج لدي دي هدر اللي اسم بركل ديرز على في شعبين دعوق دان خال دان ديكش أول دان خيط مشغلة وعلاش صلدام دانه وقتش عين يسال صوتشين دانه اللي صغار كل ده والشارع أرجون دان زهرة بيدان حول لقي دان خلاص دي ثانية خدوين بايد ثانية خدوين تعصم بايد صور دانه وقع دانه أرجون دعوتنا عن شو يسدع كوارتي هجو متك خزاف هجو دانه إيش دان دين دام دوار این سوی مایه یالش متعدان خسر داشته در مصر متعناهن مصر اسلوب شدانه تمت تخریشتان ازدانه دکو نواسل دکو اتوالر دو دستان در مولدانه و مک
хал идисидоштон, затемшбоч, хилдал вунштон, дитстеш дикнестайштон, деле дюр духведон, дикнес дахидоядон, деле сходокадокана гичхазрит, шутра истон, тхадон, садик самоадо, тхадон, халхиюдон, дахию шадигидон, шудуд, шутарас лаишац, штон, шизаништ бакизнахадона, Diha dasa hok hildal haldon kigisnahan zimmi hiljan hazadon imu hilda don moda hok hal smella diesel Diha don do computerloos it amba utso urtis erwoldon selhan don hok mu halder turksboys imam boys murdsboys zalilin dorso izal shok hayalin yoldona بوصل دين حاجيات الزان سير بوصل دين كلهم بحلاوة بعتدش das sondern ich da كده يتخلي يوصيت لريش لرمو يدوي مصو حل دويش خلشي دا ولير بيش كيز خربوت حل تالو دوي نادالا برت بوش إسلوش داله دون دا دعبيتي ولا دا ليرن كوتش هون إيمان نيس هندر دوين الله يقول По традиции Рамзан Кадыров перерезал красную ленту и осмотрел здание внутри. После официальной части Рамзан Кадыров обратился к старейшинам и заверил их, что впереди нас ждут только лучшие перемены. Это было. Да, вот да, дома сидит. Да, мало будет бегать, И в заключении мероприятия главе региона вручили подарок. وبيحكن أرجون حاجة جت كتاب وبيحكن بوكم صندوق هذا سؤال اشتاع ده بقى كتير عندنا اشتاع بيحتاج ونشتغل وشينيرو Строительство данного дома было начато в 2020 году. Это 21-этажный комплекс, включающий в себя 4 подъезда. Вся прилегающая территория благоустроена. Имеется детская и спортивная площадки. Объект был построен в сочетании с внешним обликом святыни Сердца Матери имени руководителя регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевны. Для удобства жителей в жилом доме предусмотрено 8 лифтов, надземная парковка на 250 мест и торговые помещения на первом этаже. Местные жители искренне радуются каждым преобразованием в своем городе и благодарят за это главу региона. هينز بقدر دقادو ملادو يشتو جوانا وصلشتو هر دمشتو حجرشو مايزقشتو مصو مايو بقدر أحمد عيسى اللح نخشي أم قاش دلغدر مدرديس شن نقطع يوش إديالي يلجي أستاذ ريز هل محكنان أيمانينا رمزان حجينا دال إحتو بويختين مسيري دال عالش بويلش أرجون غالا إشت متو تري أتساعتي شر واتسال حلقون شرشكا مصو أول سعبورك سندو هنا أسوال شتخنا خزني أسن إشتر كل أبيك شو حيولش وين ما أقول تول غز ماجدك دوتون أول عن استيلها هو بيج حيشنا كيتشن على بوق يوح كامبوش أغدير إلش أستاذ سنة حل سندين أحمد عجينا دار غاز وتقبل دولة إشت سنة وابوقا دخبك سنة كدالر سنة أخ الغلر إما بيركت شادك سنة الحدوق سنة ديجر دينها. В будущем в городе планируется возвести еще жилые комплексы, многоэтажные дома и объекты социального значения. Лейла Муртазова, Рахмат Хаджиев, Саид Селим Ампукаев, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». По центральным улицам Грозного прошло многотысячное шествие, завершившееся масштабным митингом на главной площади. Мероприятие приурочено к предстоящим выборам президента России. Около 150 тысяч человек со всех населенных пунктов региона вышли выразить свою поддержку и подчеркнуть важность этого исторического момента.
С трибуны выступали представители общественных, научных, политических кругов и духовенства. Они подчеркнули значимость события. Турпал Алитайсумова о важности гражданского участия в жизни страны. Грандиозное шествие с участием около 150 тысяч человек начинается с проспекта Ахмата Хаджи Кадырова. Массовый сход в поддержку кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Владимировича Путина инициирован по призыву первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики, министра региона Хадижи Кадыровой. Дорогие друзья, мы с вами живем в очень сложное, порой непредсказуемое время. Мир полон вызовов. Чтобы противостоять им, мы должны быть едины. И общество, и государство. И именно от выбора сегодняшней молодежи зависит будущее предстоящих поколений. Я приглашаю вас присоединиться к нашему шествию, которое мы приурочили к предстоящим выборам. 10 марта в 11:00 ждем каждого, для кого Родина – это не просто географическое понятие, а именно место, ради которого бьется его сердце и где он чувствует себя дома. Просьба, как видно, принята с размахом. Портреты лидеров субъекта и страны, а также лозунг говорят сами за себя. Огромное количество неравнодушных жителей направляются через главную столичную улицу прямо к центру города. Такого количества желающих выразить свою гражданскую позицию перед выборами мало где можно встретить. Помимо простых граждан в шествии приняли участие и все должностные лица субъекта, начиная с правительства, министерств и ведомств. Внуки героя России Ахмата Хаджи Кадырова также прошли пеший маршрут до центральной площади. Среди них и сама организатор мероприятия Хадижа Рамзановна. Единство и правота убеждений – неотъемлемая часть веры. Духовное управление мусульман субъекта также приняли участие в политической акции. Салах Хаджи Межиев рассказал о важности участия для всех жителей региона и не только. Peygamber aleyhissalatu vesselam tun haqlardaş, tun sunnatlardaş, büyük olsamak yaş, xazxildol gılqlardaş, tahiylar yaş, ostaypana, versimatar, simeyni, sennesler yaş, berigi haqneşlardaş, arpaçalqi, xilarna, alhamdulillah, dal xastan bu, voydal molah, bart boluşa, derişiye цаниqti аду. На центральной площади Грозного всех участников ждала большая сцена. «Я выбираю свое будущее». С таким лозунгом стартовал митинг перед многочисленными зрителями, среди которых как местные жители, так и гости из других субъектов и даже стран, выступил муфтий Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев. Balda ayıp nadal. Egir çok dal balda ayıp boş dolştol. Bahan избарт буэлла. Доверенное лицо кандидата в президенты Российской Федерации Хусайн Салтагиреев в своей речи отметил, что народ Чеченской Республики имеет большой опыт участия в выборах. И, как показало время, прежние голоса сыграли огромную роль в становлении и развитии нашей республики. Позитивное последствие сегодня радует всех. Владимир Путин خزق دخل خوردق وای دنیا وای دیس شرن سردق ایش وای صدیس شرن از دیر ماستوشن ویش مخکن ویش پچالکن ویش خلقن ویش دوزدر سندگات اقیق قودات دوچی دا مغلا اینک دقوی دا مغلا ویش مخکدا یحکیچ سنت وامت گتورقوی دا وای ووش قترن شیدو دویل. Политика первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, сблизила регион со всеми народностями многонациональной и многоконфессиональной страны. Чеченская Республика стала полноправным субъектом России, поэтому участие в выборах – это долг любого человека, желающего процветания Родине, подчеркнул помощник главы региона, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Наше сегодняшнее мероприятие, наш митинг и наше шествие отражает, что мы сегодня являемся одной единой командой нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Что мы как одна семья, как единый народ, мы сегодня собрались для того, чтобы на весь мир заявить
свою твердую, однозначную, принципиальную поддержку действующему президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Заявить всему миру, что мы все, как обычно, традиционно мы это делаем, выйдем на предстоящих выборах и отдадим свой голос за достойного кандидата, которому нет альтернативы для нас, за Владимира Владимировича Путина, потому что именно благодаря его волевым решениям, благодаря стойкости Ахмата Хаджи Кадырова, мы сегодня имеем эти прекрасные условия, эти прекрасные возможности для того, чтобы собираться в такой праздничной атмосфере. Местные жители рассказывают, что, узнав о мероприятии, они, не задумываясь, решили присоединиться к акции. Каждый человек должен проголосовать, внести свою вету в то, чтобы процветала Российская Федерация, также Чеченская Республика. Мы выбираем наше будущее, будущее нашей страны, будущее нашего народа, будущее нашего поколения. Поэтому, как мы единое целое, наш народ – это единый народ, в котором мы должны выйти проголосовать. Старейшины также присутствуют здесь. Один из главных выборов они сделали еще в 2003 году на референдуме, но и сегодня подают отличный пример для молодежи. В городе ежедневно бывают сотни туристов. Они не смогли пройти мимо и также выразили свою гражданскую позицию. Тем единством, которое выражает местное население в поддержку нашего президента, мы приятно шокированы. Нам очень приятно, что нас здесь принимают очень гостеприимно. Я буду голосовать в электронном виде. Уже заявку подала на госуслугах, поэтому обязательно свой гражданский долг я выполню. Чтобы людям было приятнее провести время в большой компании на митинге, от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова для всех было приготовлено бесплатное горячее питание. Мероприятие было украшено концертной программой прямо между выступлениями. Красивой кульминацией стали необычные фейерверки, изображающие российский и чеченский флаг, как символ дружбы и единения. Турпал Алита Исумов и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. Представители Общественного совета при Министерстве транспорта России посетили Чеченскую Республику. Они осмотрели грандиозные инфраструктурные проекты, строящийся международный аэропорт Грозный и столичный железнодорожный вокзал. Также состоялась встреча с министром транспорта, связи и цифрового развития Рамзаном Черхиговым. Подробности расскажет Мадина Кураева. Первый объект, который посетила делегация, это новый аэродромный комплекс, способный принимать до 12 самолетов одновременно. Строительство здесь идет активными темпами. Помимо взлетно-посадочной полосы на территории более 110 гектаров возводится также аэровокзальный комплекс, терминал, рассчитанный на почти 1,5 миллиона пассажиров в год и стоянка для самолетов. Международный аэропорт Грозный-Северный – один из самых масштабных проектов, реализуемых в нашем регионе. Все работы ведутся в соответствии с регламентом и самыми передовыми мировыми стандартами качества. Обновленная воздушная гавань обеспечит доступ к основным туристическим направлениям на юге страны и по городам России. Строительство данного аэропорта позволит прямыми рейсами летать паломникам в Мекку, позволит также усилить и укрепить наши дипломатические отношения с Республикой Иран, также и взаимоотношения с Африкой. Я думаю, что как раз таки в рамках развития коридора север-юг это одно из ключевых и правильных и крайне своевременных решений. Поэтому огромное спасибо главе Чеченской Республики за ту работу, которую в каждодневном режиме здесь делается. Здесь круглые сутки работают люди. Следующая площадка, с которой ознакомилась делегация – железнодорожный вокзал Грозного. Проект объекта разрабатывались с 2017 года, к строительству приступили в 2019. Каждую деталь продумали до мелочей. Главное украшение здания вокзала – часовая башня высотой 67 метров. Экспертам подробно рассказали о проекте и показали этап строительства. В данный момент внутри здания все инженерные коммуникации смонтированы, идут отделочные работы. Сдать в эксплуатацию вокзал планируют в сентябре этого года. Он будет обеспечивать пассажиропоток в 350 человек в день. Федеральные гости остались под яркими впечатлениями от увиденного.
Потрясающие объемы, на самом деле красота, не может не радовать скорость строительства. Мы видим хорошие темпы роста пассажиропотока, хорошие темпы роста турпотока. В прошлом году 200 тысяч человек только турпотока было непосредственно в Республику Чеченскую. И мы полагаем, что дальше рост будет только увеличиваться с учетом и ввода нового аэропорта, с учетом ввода железнодорожного вокзала. Делегация встретилась с министром транспорта, связи и цифрового развития Чеченской Республики Рамзаном Черхиговым. Здесь же состоялся запуск нового транспорта, который будет направлен для 37 маршрутов в регионе. Всего 100 единиц – это ПАЗ «Вектор Next». Автобусы закупили еще в прошлом году за счет казначейских кредитов. Транспорт оборудован всем необходимым. Они будут оснащены у нас кондиционерами, то есть в летние наши жаркие месяцы, что особенно актуально в нашем регионе, наши пассажиры не будут испытывать дискомфорта по поводу жары. Также они полностью оснащены системой ГЛОНАСС, спутниковой навигации. И в дальнейшем мы все эти автобусы будем оборудовать терминалами безналичной оплаты проезда. Гости оценили масштабные проекты, реализуемые в субъекте, и дали высокую оценку работе ведомства. Рамзан Черхигов выступил с приветственным словом. Сегодня вы ознакомились с плодами наших трудов по восстановлению и развитию транспортного комплекса Чеченской Республики, которые без сомнения стали возможны благодаря чуткому и мудрому руководству нашего уважаемого главы Героя России Рамзана Кадырова. Вот с 2017 года в соответствии с его поручением была начата активная работа по строительству транспортных объектов и обновлению подвижного состава транспортных предприятий. За этот небольшой период мы сумели построить 2 автовокзала и 5 автостанций, которые ежедневно обслуживают десятки тысяч пассажиров. Запустили более 30 автобусных маршрутов, которые сегодня связывают республику со многими регионами России. Я благодарю представителей Общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации за визит и за внимание, которое вы уделяете развитию транспортной системы Чеченской Республики. Здесь же представители Общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации вручили благодарственные письма сотрудникам регионального ведомства и выразили надежду на плодотворное сотрудничество с властями Чеченской Республики. Мадина Кураева, Сайдамин Мусаев, Сайдамин Даутмризаев, Вести, Чеченская Республика. Региональное управление Росгвардии провело тактические учения с поддержкой спецподразделений авиации и артиллерии. По легенде, в оперативный штаб разведка доложила об обнаружении ворвавшейся диверсионно-разведывательной группы. Она разделилась на 2 части и захватила 2 опорных пункта. Был отдан приказ на уничтожение противника. Мероприятие было проведено с целью отработки до автоматизма действий подразделений, чтобы в случае реальной угрозы они были готовы решить задачи любой сложности. Начальником ведомства Шарипом Делимхановым за решение учения была поставлена оценка «Отлично». Каждое подразделение, решающее задачу или решающее бобер боксу, до того слаженно будущее подразделение слушает. Я сказал бы оценка 5. Участники Всемирного фестиваля молодежи прибыли в Чеченскую Республику. Среди них молодые лидеры в области бизнеса, медиа, науки и культуры. В рамках региональной программы они побывали в Грозинском нефтяном техническом университете и Чеченском педагогическом университете, где ознакомились с образовательными и научными достижениями. Также посетили завод «Чеченские минеральные воды» и курорт Серноводск-Кавказский. Репортаж Адама Магомедова. Грозненский государственный нефтяной технический университет стал первой точкой, которую посетило 66 участников регионального этапа Всемирного фестиваля молодежи, приехавших из 40 стран мира. Их познакомили с достоинствами университета, показали, чем живут студенты, в каких направлениях обучаются, продемонстрировали хай-парк, научный центр и музей. Наш университет был основан в 1920 году как высший нефтяной техникум на базе 8 отделений. 2 из которых были это
А 20, которые были высшие отделения, это нефтемеханические, нефтетехнологические. Продолжая знакомство с образовательной сферой республики, гости посетили Чеченский государственный педагогический университет, где имеется подготовительное отделение для иностранных граждан. Помимо него их познакомили с техническим оснащением учреждения и библиотекой. После была поездка на предприятие «Чеченские минеральные воды», где им показали конвейер, который производит качественные напитки из целебной воды. Благодаря современным технологиям на человека в смену производится до 24 тысяч бутылок. Продукт также проходит тщательную проверку в лаборатории. Свердловский источник берет свое начало у подножия ледника и проходит сквозь горные слои, что позволяет ему насытиться полезными микроэлементами. Именно из такой воды завод производит свой широкий спектр продукции. Это и холодный чай, соки, минеральная и бутилированная вода, а также энергетические напитки. Гости остались под большим впечатлением от Чеченской Республики и качества технологий, применяемых в разных сферах. Благодаря экскурсии они смогли получить много полезного опыта. В регионе есть много очень хороших вещей, которые нам стоит применить в нашей стране. В первую очередь это инновационные технологии, а также поддержка студентов. Мы можем обмениваться опытом друг у друга и расти вместе. У меня очень хорошие впечатления от Чеченской Республики. Люди здесь очень дружелюбные, и ты чувствуешь себя как дома. Нам нравится знакомиться с вашей культурой, национальной кухней, образовательной сферой и многими другими интересными вещами. Всего 2000 молодых иностранцев отправились в путешествие по 30 регионам России сразу после завершения основной программы. Это поможет им познакомиться с национальным многообразием, культурой и уникальным экономическим потенциалом страны. Адам Магомедов, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. 30 видов деревьев и кустов высадили на территории Дома профсоюзов республики. В мероприятии приняли участие доверенные лица кандидатов в президенты Владимира Путина, Магомед Кадыров и Хусейн Салтыгереев. В числе саженцев катальпа, розы и самшит. Это редкие и вечнозеленые кустарники, их посадили в заранее подготовленный земельный состав с удобрениями. В цветущие периоды растения украсят прилегающую территорию и будут радовать людей. Мероприятие посвятили к предстоящим выборам главы государства. Внимание полностью приковано нашим выборам. Ожидают лучшего, значит, мы должны выбрать достойного. А достойным мы не знаем кто. Тот, который спас, я бы сказал, государство от того дьявольского присутствия, нечисти, того, что нам предлагают из Европы. Поэтому выбор однозначно это Путин. В Грозном ведется работа по демонтажу незаконно установленных искусственных дорожных неровностей, именуемых в народе бордюрами. Несанкционированное создание элементов, призванных принудительно замедлять скорость движения транспорта и не обозначенных соответствующими предупредительными знаками, порой становится причиной ДТП. Мадина Нусалчиева с подробностями. В рамках исполнения поручений главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в столице активно идут работы по выявлению и демонтажу искусственных дорожных неровностей. Одной из улиц, подвергшейся изменениям, стала Яндарова. В мероприятии приняли участие представители мэрии Грозного и сотрудники госавтоинспекции. Работа в данном направлении проводится на постоянной основе. В отношении лиц, незаконно установленных ИДН, будут приниматься меры согласно административному законодательству и будут уписаны протоколы о ГИБДД УМВД России. В ходе рейдов все выявленные на улицах незаконные объекты устраняются, а с нарушителями проводится профилактическая беседа. Незаконный способ регулировки скорости может принести массу проблем и даже привести к трагедии. Неровности, не соответствующие ГОСТу, могут спровоцировать ДТП, особенно в темное время суток. Пешеходный переход соблюдать свои правила. Чтобы не возникало проблем с законом, жителям нужно подать заявку в местную администрацию. Отдел транспорта и организации дорожного движения мэрии Грозного совместно с ГИБДД выйдет на объект.
В рамках рейдовых мероприятий участки также предварительно проверяются на наличие рядом социально значимых объектов или дорог с интенсивным дорожным движением. Если же они присутствуют, то установка ИДН обоснована и соответствует требованиям законодательства. Мадина Цалчиева, Ислам Нацуров, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Одна из крупнейших клиник в Турции, Аджибадем, на протяжении многих лет является одним из сильнейших медицинских учреждений. Все входящие в ее состав частные центры обслуживают пациентов согласно высочайшим международным стандартам качества. В клинике работают высококвалифицированные специалисты, применяющие новейшие методы лечения. Репортаж Адама Магомедова. Сеть клиник Аджибадем – крупнейший представитель частной медицины в Турции. Ее история началась еще в 91-м в Турции. Сеть клиник Аджибадем стала популярным и уважаемым брендом в стране и за ее пределами, благодаря новейшему оснащению и широчайшему спектру услуг по всем медицинским направлениям. Компания стала успешной и популярной по всему миру. Обо всех ее плюсах рассказала директор по развитию международных отношений на территории России сети клиник Аджибадем Иман Демирджи в ходе пресс-конференции с участием журнала «Деловой Грозный» и других представителей СМИ. Мы имеем 11 онкологических центров. Сеть клиник Аджибадем занимается трансплантацией органов. Мы пересаживаем почки, печень и костный мозг, взрослые и детские трансплантации. Занимаемся лечением рака груди, у нас 18 центров. Кардиология, у нас представлена детская и взрослая. 9 центров спинальной хирургии. Ну и вообще вся нейрохирургия в Турции представлена лучшими специалистами у нас. Важную роль играет представительство сети клиник Аджибадем. В них сотрудники осуществляют помощь в переводе медицинских документов и организовывают онлайн-конференции с докторами. Попасть на прием к одному из 3500 врачей, многие из которых имеют мировую известность, можно будет, не выезжая за пределы России. Помимо этого, представительство офиса организует приезд в саму клинику на лечение, взяв все организационные заботы на себя, а по возвращению домой пациентов будут продолжать курировать. Сеть клиник Аджибадем имеет офисы в 150 странах мира. В России они находятся в Казани, Чеченской Республике, Уфе и в Москве по улице Большая Якиманка, 26. Такой подход помогает избежать обращения к посредникам, а также лишних затрат на комиссионные. Аджибадем – это сеть клиник в Турции, Нидерландах, Македонии, Болгарии и Сербии. Сеть клиник предоставляет услуги здравоохранения в 24 клиниках и 15 медицинских центрах. В сети клиник Аджибадем работает 23 тысячи человек, которые ежегодно помогают 5 миллионам пациентам. То количество операций, проведенных за 2018 год, это предпандемийная тематика. Надо сказать, что в период пандемии, несмотря на закрытые границы, за первый год пандемии из республики было поднято 3 санавиации. То есть Аджибадем предлагает пациенту санавиацию. Мы можем приземлить борт медицинский в любом городе России и отправить пациента ускоренно прямо в клинику. Клиники обеспечивают диагностику и лечение по стандартам медицинского обслуживания А-класса. Важно отметить, что высокое качество работы клиник подтверждено золотым знаком «Институт качества в области международного здравоохранения». Для лечения используется современное оборудование, включая интраоперационный аппарат МРТ, позволяющий проводить полное удаление опухолей головного мозга, гамма-нож, лечащий опухолевые, сосудистые и функциональные заболевания головного мозга и многое другое. Немало важны и отзывы самих пациентов. Добрый день. В клинике Аджибадем нам провели моему ребенку 2-ю операцию уже. Поскольку 1-я операция, нейрохирургическая операция, прошла успешно, мы решили довериться врачам этой клиники и 2-ю операцию по поводу вывиха бедра. На этот раз мы тоже не ошиблись. Операция прошла успешно, ребенок быстро восстановился. Полгода назад была у нас операция, и все идет по плану. То есть ребенок продолжает лечение. Мы очень довольны. Спасибо большое врачам клиники Аджибадем. Важно отметить, что в Аджибадем есть и университет, который выпускает врачей международного уровня, дает дополнительное обучение иностранным врачам. Имеются и научно-исследовательские институты. Переводчик, трансфер внутри сети клиник Аджибадем входит в стоимость услуг. Пациенту наш департамент помогает, если он сам не выбрал, помогает подобрать отель.
Наша машина отвозит его в отель. В день приема наша машина забирает пациента, отвозит его в клинику. В клинике он подходит к стойке с нашими переводчиками. Ему назначен переводчик русскоговорящий, который будет сопровождать его внутри клиники весь процесс, пока он будет оперироваться, обследоваться. После того, как мы уже привезли пациента, как он прошел лечение, после того, как он уже все, готов возвращаться на родину, мы тем же способом отправляем его в аэропорт, и он уже покидает территорию Турции. Обратиться в клинику можно, отправив заявку на официальном сайте acibadem.com.ru или же напрямую пойти в одно из представительств компании по России. Пациент получит предварительное второе медицинское мнение от квалифицированного специалиста в ходе онлайн-консультации, а после сможет пройти полное лечение в клинике. Адам Магомедов, Хусейн Мурдаханов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу-то все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.